Студенты ХГУ, добровольно идущих в армию, будут полностью или на 50% освобождены от оплаты суммы договора обучения. В Минтруда и занятости населения Республики Таджикистан не смогли озвучить количество трудовых мигрантов, находящихся в России. Оппозиционный политик Махмурод Адинаев нуждается в срочной госпитализации. ОДКБ считает, что НАТО увеличила численность сил на восточном фланге в 2,5 раза. Ожидается, что студенты ХГУ, которые добровольно пойдут служить в армию, будут полностью или на 50% освобождены от уплаты суммы договора, сообщил на пресс-конференции сегодня ректор Худжанского государственного университета Аюб Усмонзода. По его словам, в прошлом году более 530 студентов ХГУ добровольно пошли служить. По возвращении мы сначала восстановим их на курсе, на котором они учились, дадим им возможность вовремя получать оценки. Сейчас у нас есть план, который должен был принят учебным советом, добавил Усмонзода. При его одобрении мы хотим полностью или на 50% освободить студента-договорника от оплаты суммы договора, если он поступил на военную службу. В понедельник, 13 февраля, в Министерстве труда, миграции и занятости населения прошла пресс-конференция по итогам деятельности ведомства за прошедший год. На ней впервые не было озвучено количество трудовых мигрантов, которые выехали на заработки в Россию. Говорят из-за того, что цифры не совпадают с российскими данными. После вступительных слов и короткого отчета о деятельности ведомства за 2022 год новый министр труда Гульнора Хасанзода попросила журналистов перечислить все адресованные ведомству вопросы, но ответила далеко не на все. В последние годы статистика уезжающих из страны трудовых мигрантов главным образом в Россию становится предметом спора в прессе. Дело в том, что цифры, приведенные статистикой России и Таджикистана, очень сильно разнятся. На пресс-конференции подробно были перечислены все визиты и соглашения, которые были достигнуты в Российской Федерации, коротко рассказано об организованном наборе на работу наших мигрантов, об открытии представительства России по миграции в Таджикистане и так далее. Министерство труда так и не назвало точное количество трудовых мигрантов, несмотря на то, что этот вопрос прозвучал не один раз. Была даже просьба сказать хотя бы, сколько женщин среди уехавших мигрантов. Точные цифры будут названы позже, сказала Гульнора Хасанзода. Сейчас идет уточнение этих цифр вместе с российскими коллегами. Хасанзода пояснила, что есть не только выезжающие в Российскую Федерацию, но и приезжающие оттуда, и разница между уезжающими и прибывающими составила 224 тысячи человек, сальдо в пользу Таджикистана. Что касается женщин, снова не называя общую цифру, Хасанзода сказала, что женская трудовая миграция уменьшилась на 1,2%. Между тем, только с января по сентябрь 2022 года из Таджикистана в Российскую Федерацию приехали 2,7 миллиона мигрантов, передает РТ со ссылкой на данные российского МВД. Осужденный к 14 годам колонии оппозиционный политик Махмурод Адинаев нуждается в срочной госпитализации. Об этом радио Узоди со ссылкой сообщили родные Адинаева, которые на днях навестили его в колонии. По их словам, оппозиционер серьезно болеет и не может передвигаться без посторонней помощи. В январе 2021 года зампредседателя Социал-демократической партии Таджикистана Махмурод Адинаев был признан судом виновным в хулиганстве и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и приговорен в общей сложности к 14 годам лишения свободы. Родные оппозиционера заявили, что категорически не согласны с приговором. Защита тогда отметила, что приговор чрезвычайно жестокий для таких статей, а суд над оппозиционером прошел необычно быстро для Таджикистана. Процесс длился менее 2 месяцев. Запад расшатывает обстановку в зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности, утверждает начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров. По его словам, с февраля 2022 года численность сил НАТО на восточном фланге выросла в 2,5 раза, до 33 тысяч человек, из которых 15 тысяч – это американские военные.
Обстановка в зоне ответственности ОДКБ, к сожалению, характеризуется как сложная и напряженная. Основным источником вызовов и угроз военной безопасности является деструктивная деятельность части западных элит по расшатыванию обстановки вокруг организации и внутри отдельных ее государств-членов, заявил Сидоров на пресс-конференции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Альянс готовился к вооруженному конфликту в Украине с 2014 года. На этом фоне НАТО, в частности, нарастила численность сил быстрого реагирования до 40 тысяч. В 2022 году сообщалось о планах увеличить их количество до 300 тысяч. В январе НАТО объявило, что расширит боевые группы на восточном фланге до бригад.